Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационная программа «Новости», в студии Наргиз Абдурахман. Правительство страны первостепенное значение придает решению вопросов социально-экономического характера, в том числе повышению уровня и качества жизни населения, а также укреплению производственного потенциала страны. Четвертой стратегической целью Таджикистана является индустриализация страны. Индустриализация – это процесс ускоренного социально-экономического перехода от традиционного этапа развития к индустриальному с преобладанием промышленного производства в экономике. Этот процесс связан с развитием новых технологий. Следуя этой цели, показатели объема промышленного производства в стране увеличиваются. За 8 месяцев текущего года Таджикистан по сравнению с прошлогодними показателями на 13,3% увеличил объемы производства промышленной продукции. С начала года и до конца августа в Таджикистане произведено промышленной продукции на сумму более 16 миллиардов 272 миллионов самани. По данным Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан, основным фактором роста общего объема промышленного производства стал прирост производства в обрабатывающей промышленности на 11,9%, добывающей промышленности на 13,2%, в электроснабжении, подаче газа, пара и кондиционировании воздуха более чем на 12%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в республике наблюдается рост добычи каменного и бурого угля на 7,5%, сырой нефти и природного газа на 0,8%, металлических руд на 12,9% и прочих полезных ископаемых на 37,1%. Также отмечается увеличение объема промышленного производства в обрабатывающей отрасли в целом на 11,9%. По сравнению с прошлым годом на 9,1% увеличился объем производства пищевых продуктов, включая напитки. Этого показателя удалось достичь благодаря росту производства мяса на 6,6%, колбасных изделий на 20%, кондитерских изделий на 26%, масла растительного на 12% и безалкогольных напитков на 31,4%. В то же время увеличился объем производства хлопчатобумажной пряжи на 15,9%, ткани на 77,4%, ковров и ковровых изделий на 60,7% и адраса более чем в 3 раза. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, телевидение, Таджикистан. В честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в городе Душанбе будут построены и сданы в эксплуатацию более 3500 объектов различного назначения. Преобразования в столице происходят ускоренными темпами и делают город еще более современным и удобным для проживания. В честь празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан на высоком организационном уровне в столице будут проведены мероприятия по благоустройству. В частности, в центре города будут построены десятки высотных жилых домов, административных зданий, образовательных и современных торгово-сервисных центров. В течение следующих 2 лет на улице Айни в районе Шох-Мансур будет построено более 50 многоэтажных жилых домов с торговыми и сервисными центрами для более чем 25 тысяч человек. Новые жилые комплексы будут как минимум 12-этажными. Они будут оснащены всей современной инфраструктурой, то есть запланирована постройка спортивных и детских площадок, школ и детских садов, поликлиники, сети парковок и других необходимых объектов, которые обеспечат жителям и гостям столицы комфортное проживание. Одновременно со строительством высотных зданий идет строительство и реконструкция автомагистралей, культурных и развлекательных
развлекательных центров, новых и современных парковок, скверов и бульваров. Строительство высотных жилых и административных зданий в нескольких районах Душанбе, согласно генеральному плану, идет полным ходом. Напомним, что в текущем году был осуществлен ряд значимых работ в области благоустройства и озеленения города Душанбе. До июля текущего года в сезон посадки деревьев на улицах и проспектах, в культурно-развлекательных парках, поселках, махалях и предприятиях было высажено 113,5 тысяч саженцев деревьев и кустарников и 9,5 миллионов сезонных цветов на площади около 167 тысяч квадратных метров. С целью увеличения редких видов деревьев осенью 2018 года и весной 2019 года были ввезены из-за рубежа декоративные кустарники и тенеобразующие деревья в количестве 7218. Отметим, что в 2021 году Душанбе станет культурной столицей Содружества независимых государств, и данные преобразования придадут городу еще большую привлекательность и комфорт. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвах, телевидение Таджикистан. Древнее городище Саразм внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020 году в Таджикистане будут праздновать 5500-летний юбилей памятника Саразм. В настоящее время территорию этого городища изучают археологи из разных стран мира. На севере Таджикистана находится одно из древнейших поселений Центральной Азии – Саразм. Это поселение существовало с 4 по 2 тысячелетие до нашей эры. Археологические раскопки древнего памятника начались еще в 70-е годы прошлого века. Один из жителей села Гурач рассказал о найденном бронзовом топоре научному сотруднику Пинжикенской археологической базы Абдулоджону Исакову. Ученый сразу организовал разведывательные работы. Уже в следующем году был заложен первый раскоп. Обнаружены древние развалины города, фрагменты гончарной и лепной керамики с росписью, зернотерки и прочие предметы, относящиеся к эпохе неолита и бронзы. Так был открыт один из важнейших исторических памятников на территории Центральной Азии. Название Саразм происходит из таджикского «сари-замин», что в переводе означает «начало земли». В 1984 году к раскопкам были привлечены международные эксперты, которые определили возраст найденных артефактов. В 1985 году в центре могильного комплекса поселения были обнаружены останки принцессы Саразма. Могильник состоял из 5 отдельных могил, 3 одиночных, 1 парного и самого погребения принцессы Саразма, в котором кроме молодой женщины были погребены подросток и мужчина. Подобные находки имеют очень важное значение в исследовании Саразма, до сих пор хранящего множество тайн о древней истории человечества. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения Саразма. В связи с тем, что этот памятник очень значимый для истории Центральной Азии, так как это единственный памятник, относящийся к эолитам ранней бронзы на территории Междуречья, там постоянно, начиная с 1984 года, работают международные и отечественные экспедиции. На месте раскопок найдены металлические и каменные изделия, а также многочисленные украшения, изготовленные из драгоценных камней и обработанных морских раковин. Поселение расположено в пределах Бактрийско-Маргианского археологического комплекса. Разрушение поселения по времени совпадает со вторжением на эту территорию кочевых индоиранских племен. В 2010 году городище было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым объектом из Республики Таджикистан. В этом году идут подготовительные работы к проведению 5500-летия Саразма. В плане мероприятий по ознаменованию 5500-летию Саразма включены свыше 100 мероприятий. В своем послании парламенту страны лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что в 2020 году в Таджикистане будет организовано празднование в честь этого древнейшего памятника. Это мероприятие позволит достойно представить нашу насчитывающую 5500 и признанную мировыми научными кругами культуру человечеству.
Нам необходимо охранять наши исторические памятники, благоустраивать их, относиться к ним как к составной части исторической судьбы нашей древней нации. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение, Таджикистан. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. До новых встреч!